Идея открытия многофункционального спортивного зала в селе Гумиста принадлежит местным жителям. Администрация Сухумского района поддержала инициативу сельчан и выделила для этого здание, в котором раньше была школа. Прилегающая территория, как и сам объект, все послевоенные годы использовались предпринимателями в коммерческих целях. В октябре прошлого года администрация Сухумского района выделила деньги, и подрядчик приступил к внутренним работам. В плачевном состоянии была кровля. Ее удалось заменить благодаря финансовой поддержке мецената Алика Минасяна. Здесь раньше была школа, получается. Это были классы. Здесь были свои перегородки и так далее. То есть в тех помещениях, где у нас сейчас тренерская и санузел, это была общая комната. Там тоже мы их разделили, сделали отдельно тренерскую, отдельно санузел. Входы у них свои, у каждого есть. Все для удобства получается. Подвели питание к зданию отдельно, новое не имело питания. Ну, то есть водопровод провели тоже с трассы. И также выгребные ямы. Здесь потому, что в Ачале нет канализации своей. 6 миллионов 700 тысяч ориентировочно. Старую лестницу, ведущую на второй этаж, демонтировали. Установили новую, более легкой и не менее прочной конструкции. Монтаж перил предусмотрен в ближайшие месяцы. Санузел общий, предусмотрены 2 душевые. Отдельно есть комната для переодевания и оттуда прямой выход в зал. В зале светлые стены. Освещение точечное. Есть система для циркуляции свежего воздуха и установлены кондиционеры сплит-системы. Напольное покрытие зала, где будут проходить тренировки, деревянное и по уровню пол немного приподнят. Советовали с тренером. Броски, когда производят, если ты ударяешься о пол, он должен немножко амортизировать, получается. А стяжка, она очень крепкая и даже мат не спасет от нее. То есть тренера сами говорят, что это невозможно будет заниматься. Было решено сделать деревянный пол. Во-первых, он долговечен в том плане, здесь второй этаж, стирости никакой нет. И, в принципе, здание полностью сухое. Балки деревянные 50 на 150, они шагом сделаны таким маленьким, чтобы максимально увеличить прочность самого покрытия. И от бросков, в принципе, здесь никакого нарушения не будет прочности покрытия. Также важно отметить, что из тренировочного зала есть прямой выход на улицу. Пожарная лестница обеспечит безопасный оперативный выход из здания в чрезвычайной ситуации. Что касается противопожарной системы сигнализации, ее установка планируется в ближайшее время. Несмотря на то, что основная часть работ уже выполнена, сложно назвать точную дату запуска спортивного зала. Дело в том, что работа над проектно-сметными документами по ремонту фасада в процессе подготовки. И лишь после выделения необходимых денег приступят к завершающему этапу работ. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.